Нерюнгри завершился 9-й открытый региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia в компетенции медицинский и социальный уход. На базе Нерюнгринского медицинского колледжа соревнования прошли по 2 категориям – это юниоры и молодые профессионалы. В категории «Навыки мудрых» в связи с загруженностью медицинских работников поступила всего 1 заявка, поэтому ее исключили. Очередной конкурс показал о том, что ребята все очень серьезно подготовлены. Было показано их мастерство, готовность работать именно в этой компетенции, медицинский и социальный уход. В очередной раз доказали, что такие турниры нужны, такие чемпионаты нужны, в которых Нерюнгринский медицинский колледж участвует уже не 1-й раз. Участники конкурса профессионального мастерства WorldSkills в компетенции медицинский и социальный уход в этом году были представлены из 8 районов Якутии. В категории юниоры за призовые места соревновались участники из Нерюнгри, Якутска, Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Намского и Чурапчинского улусов. Все они – победители районных соревнований. Еще один участник был допущен к соревнованиям вне конкурса на место юниора из Верхневилюйска, который отказался от участия. Им необходимо было пройти 4 модуля. Это домашний уход, стационар, хоспис и создание постера. Да, это просто школьники. Есть с уклоном биологическим, те, кто уже выбирает медицину уже заранее. Готовят в основном и родители готовят, в основном тоже медицинским образованием, и преподаватели в школе, социальные педагоги, готовят медицинские сестры, помогают. Для школьников принять участие в региональном этапе – это большая честь, и каждый из них очень волнуется. Особенно ребята, которые приехали из отдаленных улусов. Но душевный прием при встрече располагает к позитивному настрою. Жестко волновалась, все уже забыла перед входом вообще. Пациент остался доволен как-то? Доволен, но как-то присела очень сложно. Встретили они очень хорошо, так доброжелательно, общительно, открыто. Только позитивные. Оборудование у них очень хорошее. В нашем городе такого нет. Не меньше участников волнуются и статисты. Это те студенты, которые выступают в качестве пациентов. Ими являются студенты Нерюнгринского медицинского колледжа. Для каждого из них это бесценный опыт, ведь на них лежит большая ответственность правильно сформулировать проблему, с которой они обращаются. Историю своего персонажа статисты получают в день проведения испытаний. Задача усложняется тем, что некоторым приходится побывать в роли противоположного пола, да еще и в преклонном возрасте. Сегодня была Анатолием Ивановичем, у меня был цирроз печени, у меня болел бок, и ребята должны были оказать мне первую медицинскую помощь и провести манипуляции, которые облегчили бы мне состояние. Конечно, я беспокоюсь за себя, что я могу как-то напугать участника, но, к счастью, казусов никаких еще не было, чему я безумно очень рада. Больше самих конкурсантов волнуются и эксперты-компатриоты, которые сопровождают ребят. Все, что могли сделать для участников, они уже сделали. Теперь остается только наблюдать с экранов, как проходит испытание. Потому что до конца конкурсного дня их друг к другу уже не допускают. Больше, чем она, я волнуюсь, да? Слежу за каждым ее движением, слежу, да? Что она говорит, да? Как общается с пациентом, да? Как она составляет свои планы, да? И все, я там стою и вижу, и все слышу. Вечером можем прийти домой и проводить рефлексию, да? Что надо делать, а что не надо делать, это правильно или неправильно. Вот так и обсуждаем и ставим точки, да? Что и как. В Нерюнгри представляли учащиеся гимназии номер 2. Готовиться им помогала Марина Валерьевна Степовая, мастер производственного обучения Нерюнгринского медицинского колледжа. Мы сами с ребятами занимались. Они также учатся с сентября месяца в медицинском классе. И потом, когда проводится чемпионат, у нас есть конкурсное задание, где написано, какой диагноз у пациента и что наш
конкурсант должен выполнить. Также прикладывается инфраструктурный лист, и мы пытаемся представить, что это может быть, используя инфраструктурный лист, и разрабатываем разные ситуации. Категорию «Молодые профессионалы» представляли 8 студентов по 2 человека из Жатайского, Нерюнгринского, Якутского и Алданского медицинских колледжей. В Нерюнгре соревнования в этой категории проходят второй год. Студенты проявили свое мастерство в 5 модулях: уход за больным в стационаре, в домашних условиях, в дневном стационаре, доме престарелых и создание постера. Для участников в этом году стало тяжело, у них 2 раза повторяется стационар. И уход в стационаре, он всегда самый сложный. И этот модуль, он очень большой. И опять же, как показывает опыт, его крайне тяжело уложиться во времени, поэтому тут нужно мобилизовать все силы. Там очень объемное задание. Участники, которые приехали не первый раз, отмечают высокий уровень организации конкурса, отличное материальное и техническое оснащение Нерюнгринского медицинского колледжа. Я в прошлом году здесь же участвовала. И, конечно, волнение есть, без этого никак. Сегодня будет 4 площадки. Буду помогать пациенту в зависимости от того, какие у него будут проблемы. Буду делать так, чтобы ему стало легче и удовлетворить его потребности. Требования к организации чемпионата должны соответствовать международным стандартам, поэтому вся база и площадки постоянно обновляются и совершенствуются. Растут требования и к участникам. Когда вот смотришь участников, будущих специалистов здравоохранения, видишь, что насколько вот эти чемпионаты, да, это повышает престиж профессии медицинской сестры. Радостно видеть, что участники увеличивается количество, да, и они очень стараются. Есть, конечно, яркие участники. Но мы никогда не произносим это как-то наяву, но мы все равно замечаем, что в перерывах между испытаниями работала комната психологической разгрузки, где участники могли попить чай, расслабиться и прийти в себя после волнения на площадке. Ребят консультировал и поддерживал психолог. Им были предложены игры на знакомство, сплочение, релаксацию. Поэтому участники очень быстро сдружились. И соперники уже не сколько соревновались между собой, сколько поддерживали друг друга. И главной задачей было просто показать все свои навыки и знания на практике. Мне попался модуль Б, это дневной стационар. Это получается у пациента сахарный диабет 1 типа. Он приходит за консультацией ко мне. И также за какими-то выполнениями, то есть то, что он не может сделать, я ему это объясняю. Я ему все объяснила, рассказала, отпустила. Думаю, что я все выполнила, то есть нету ошибок. Также для участников была организована экскурсия, где они не только ознакомились с современным оборудованием для оказания первой неотложной помощи, но и попробовали свои силы. Подавай воздух. Дуй! И вот, когда все испытания позади, гости разъехались, итоги подведены, но еще неизвестны имена победителей, участники вместе с наставниками и педагогами собрались возле большого экрана. Ведь награждение в этом году проходило в онлайн-формате. Много поздравлений, творческих номеров, все в ожидании, и трансляция неожиданно прерывается. Что делать? Но молодость не остановить. Одна из участниц заходит в соцсети на официальную страницу конкурса. На конец прямой трансляции результаты не были ясны, и поэтому мы зашли на официальную страницу в Инстаграм, и там были вывешены все результаты. И нам читала одна из наших участниц, она нам читала, говорила, кто там что занял, и тут она называет наши имена. Просто это было так неожиданно и незабываемо, когда сказали, а первое место заняла, и назвали мое имя. И я так обрадовалась, мы все кричали, обнимались, и это был невероятный. Теперь, когда результаты известны, можно расслабиться и вспомнить, как сложно доставалась победа. Так как я на первом курсе учусь, и большинство манипуляций я просто не знала. И приходилось самой как-то догонять, все учить, и было очень сложно. Особенно модуль с колостомой, где надо поменять колоприемник, рассказать о
риски развития там, осложнений, было очень сложно, потому что модуль большой, а времени мало. И ты постоянно переживал и не знал, что делать. Быстро-быстро так старался. Были моменты, когда участники шли с твердой уверенностью, что и как будут делать. Но, оказавшись на площадке, план действий менялся за считанные минуты. И тут главное было найти выход в уже сложившихся обстоятельствах. Я придумывала такой красивый постер. Я его дома несколько раз рисовала, чтобы на самом конкурсе его нарисовать полностью красиво, так же, как и дома. В итоге я пришла туда, села, смотрю на этот пустой ватман и не знаю, что рисовать. И просто нарисовала там лечение, профилактику и специальный светофор по питанию, потому что тема была сахарный диабет. И там как светофор нарисовала, что можно, что нельзя, что не рекомендуется, но так вот можно есть. Юниорам не сразу пришлась по душе идея участия в чемпионате. Но, попробовав свои силы и вникнув в тонкости профессии, нерюнгринской гимназистке удалось отвоевать победу и в этой возрастной категории. Ой, мне все было интересно. На самом деле, я думала, что мне будет немножко скучно, но по ходу дела, когда ты уже начинаешь вникать и понимать, как правильно делать, тебе начинают уже объяснять, что ты должен здесь сделать, как правильно все преподносить, как общаться с пациентами, в принципе. Тебе уже становится серьезно интересно, и, естественно, у тебя появляется желание идти дальше, и поэтому я, получается, очень хорошо подготовилась, и вот такой вот результат, у меня первое место. Вот они, имена победителей регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia в компетенции медицинский и социальный уход. Категория юниоры. 3-е место Алина Тастыгина, село Майя. 2-е место Альбина Макарова, город Якутск. 1-е место Самира Зайдулоева, город Нерюнгри. Категория «Молодые профессионалы». Бронза у Надежды Федотовой, Алданский медицинский колледж. Серебро и золото завоевали студентки Нерюнгринского медицинского колледжа Айгун Алиева и Виктория Изварина, соответственно. По работе статистов у меня уже после первого рабочего дня судейства было предложение. Отдельная награда должна быть озвучена, названа, придумана для статистов, потому что статисты были у нас безупречные. Они настолько вживались в роль, что даже те, которые участники, обращали внимание, что это на самом деле перед ними больной. Для победителей чемпионат еще не окончен. Теперь им предстоит показать свое мастерство на всероссийском этапе чемпионата, а там, если повезет, и на мировом. Ну а для нас они уже герои нашего времени, будущие медицинские работники.